Страна вправе называть себя спортивной, если большинство ее населения испытывает личную потребность в занятиях спортом. Эти слова принадлежат инициатору современных Олимпийских игр Пьеру де Кубертену. Здравствуйте! Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Смотрите сегодня в выпуске. В единой лиге ВТБ баскетбольный «Уникс» начал второй этап регулярного чемпионата домашним матчем с командой «Пари Нижний Новгород». Волейболистки «Динамо» Ак-Барс прервали победную серию в Пари Суперлиге, проиграв «Локомотиву» из Калининграда со счетом 2-3. Об этом и не только мы поговорим с генеральным директором клуба Сергеем Николаевичем Чернышовым. Турнир по настольному теннису прошел в Казани. В этих соревнованиях собрались лучшие спортсмены регионов Поволжья. Чемпионат единой лиги ВТБ продолжается. Казанский «Уникс» начинает второй этап регулярного чемпионата домашним матчем волжского дерби с командой «Пари Нижний Новгород». Теперь клубы из группы А, команды, занявшие с 1 по 6 места, сыграют между собой еще 2 круга. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выйдут в плей-офф. За каждым великим тренером стоит не менее великая команда. И главный тренер баскетбольного «Уникса» Велимир Пирасович потихоньку подбирается к этой теории. Казанцы в этом сезоне стремительно мчатся вперед, оставляя по ходу регулярки своих соперников позади. Но, к сожалению, недосягаемой целью пока что остается московский ЦСКА. Но что стоит отметить, так это хорватского специалиста из стана «Уникса», который выстроил хорошую команду во многих компонентах игры. И после первого этапа регулярки ВТБ «Уникс» занимает второе место. А главными звездами казанцев становятся Жален Рейнольдс и Дэрил Мейкон. Получил заслон от Хантера, бросает сам и Дэрил Мейкон начинает чувствовать кольцо. Но, видимо, дистанция слишком длинная. И не так давно случилась третья осечка в этом сезоне. 24 января в первом четвертьфинальном матче «Уникс» уступил Пари Нижний Новгород 72-81. К счастью, а может быть и к сожалению, это все происходило в рамках Кубка России по баскетболу. И как отметил сам Велимир Пирасович, без иностранных лидеров «Уникс» уж точно другая команда. Ведь в рамках данного турнира могут выступать максимум 2 иностранных игрока. В этом матче во всей красе вновь себя показал любимчик бело-зеленых Дэрил Мейкон, который записал свой актив 21 очко, подтаскивая казанцев по ходу встречи. Но это не спасло положение. «Уникса» тяжело получалось реализовывать свои моменты в атаке, и только лишь за счет индивидуальных действий Вячеслава Зайцева, Мейкона, Кулагина и Жбанова казанская команда смогла сократить счет до минимального. И еще остаются все шансы на прохождение в следующую стадию, и ответный матч состоится в Казани 10 февраля. Буквально через неделю, 30 января, в Казани «Уникс» вновь схлестнулся с нижегородцами, только уже в рамках единой лиги ВТБ. Еще до матча стало известно, что из-за травмы ахиллового сухожилия форвард Станислав Ильницкий выбыл на неопределенный срок. А в день самой встречи по болезни на тренерском мостике отсутствовал и сам Велимир Пирасович. Артур Бегеев из тренерского штаба «Уникса» наверняка был в шоке от новости, что именно он будет за штурвалом этой зеленой машины. И в конечном итоге первые 3 четверти шли очень тяжело для казанцев. Обилие ошибок в защите и безэмоциональная игра в атаке. И как итог 63-72 после 3-й четверти. Честно говоря, мы играли плохо. И первые 3 четверти это была, конечно, наша не лучшая игра, прежде всего в защите. Мы видим даже по статистике, что они забивали больше 20 очков. Но уже 4-я четверть походила больше на остросюжетный фильм. Казанцы явно прибавили агрессии в атаке, извинтили высокий темп, вынуждая за счет этого ошибаться гостей. И за минуту до конца, отставая в счете на пару очков, только лишь пессимисты могли спрогнозировать, что концовку «Униксу» уже не вытянуть. И у нашей картины был свой герой. И весь баскет-холл знал его уж точно. Дэрил Мейкон, который за 7 секунд с небольшим реализовал 3-очковый бросок и принес победу казанской команде. 86-85. Конечно, я рад, что в 4-й четверти ребята собрались, что они играли именно так в защите, как они могут и как они должны играть каждую игру. Вот эти 13 очков реально было видно, прям агрессивность и интенсивность была гораздо выше.
Череда травм и вынужденные перестановки на тренерском мостике в лишний раз доказывают, что в действительности совсем заменимых нет. Тем более по ходу сезона и в особенности, когда заходит речь о Велимире Перасовиче. Это тоже играло свою роль, в том числе и в худшую сторону, потому что они явно были как в каком-то летаргическом сне. А пока все игроки баскетбольного Уникса потихоньку отходят от энергозатратного матча, пожелаем Велимиру Перасовичу здоровья и надеемся, что 2 февраля против Локомотив Кубани он вновь станет за рулем Уникса и еще не раз огорчит своих соперников. А преданные фанаты по окончанию сезона смогут золотыми нитями вписать хорватского специалиста в историю клуба. Евгений Алмазов, «Спортивная среда». Женский волейбольный клуб «Динамо Ак-Барс» на прошлой неделе сыграли свой очередной матч регулярного чемпионата в Пари Суперлиги. В 17-м туре казанские волейболистки встречались с калининградским «Локомотивом» и в тяжелейшей борьбе уступили со счетом 2-3. О напряжении и эмоциях этого матча расскажет наш корреспондент. Две команды – одна страсть. С этих слов начался 17-й тур Пари Суперлиги по женскому волейболу. На казанской площадке встретились команды «Динамо Ак-Барс» и действующий чемпион России калининградский клуб «Локомотив». До последних минут было неясно, кто же одержит победу в игре. Доведя матч до тайбрейка, с небольшим отрывом «Локомотиву» удалось вырваться вперед и прервать победную серию «Динамо Ак-Барс». Этот матч стал дебютным для болгарской доигровщицы Добрианы Рыбаджиевой. По ее словам, первая игра в составе казанской команды была сильным противником. Да, очень хорошая команда, у них там очень быстрая игра. У нас в первом партии не получилось остановить Парубец. И я думаю, если первая партия мы чуть-чуть лучше сыграли, по-другому мы начали бы игру и могли бы выиграть. С первых минут игры калининградская команда взяла инициативу в свои руки. Мощные атаки и надежные блоки «Локомотива» стабильно поддерживали отрыв в 5-6 очков. Лишь в конце первого сета у «Динамо Ак-Барс» была возможность сравнять счет. Этому поспособствовали атаки Гайлы Гонсалес, но преимущество все же осталось на стороне калининградской команды. Тяжело, конечно, закрывать такие передачи, потому что они летят достаточно быстро, а распределение передач у них примерно одинаковое. То есть, если посмотреть по процентам, но так как у нас в результате есть несколько блоков в корзинке, можно сказать, что процентов, я думаю, на 50 мы с ней немного справились. Вторая партия началась с напряженной игры Кадочкиной против Гонсалес, где нападающая «Локомотива» оказалась мощнее. Но это не помешало казаночкам показать блестящую игру в защите и одержать победу со счетом 18-25. В третьем сете калининградская команда пыталась реабилитироваться в атаке, однако слаженная игра «Динамо Ак-Барс» в обороне не позволила им этого сделать. Четвертая партия была решающей для «Локомотива», и они не упустили свой шанс. Несмотря на то, что отбить атаки Гонсалес и прорвать блоки Королевой было непростой задачей, калининградская команда, выиграв четвертый сет, вывела игру на тайбрейк. Много ошибок, и надо чище играть. Это, опять же, касается каждой игры, но есть то, что мы сейчас имеем. В начале сета мяч был на стороне казаночек, но череда ошибок вновь позволила «Локомотиву» взять игру под свой контроль. Даже подача в сетку бывшего игрока «Динамо Ак-Барс» Кадочкиной не смогла испортить положение калининградской команды, и они вырвали победу в этой напряженной игре со счетом 12-15. В эфире «Спортивной среды» мы с удовольствием представляем нашего гостя, директора женского волейбольного клуба «Динамо Ак-Барс» Чернышова Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, здравствуйте. Совсем недавно у вас было день рождения. Мы от нашего дружного большого творческого коллектива «Спортивной среды» поздравляем вас с прошедшим днем рождения. Желаем вам всего самого доброго, хорошего настроения, ну и самое главное, крепкого здоровья, ну и, конечно же, спортивных успехов. Добрый день. Большое спасибо за поздравления. Я, как и каждый человек, люблю свой день рождения. Не будем говорить, какой уже праздник я отмечаю, но день рождения как раз совпало с играми. Команда меня поздравила, но, к сожалению, победить не удалось. Но это была упорнейшая игра, в которой ни одному игроку, ни одной девчонке, тренерам нельзя было предъявить претензий. Это есть игра, это есть спорт. А значит, я встретил свой день рождения в работе, в спортивной борьбе. И надеюсь, что
победы еще будут. В этом году исполняется 15 лет вашей работы в волейбольном клубе. А хорошо ли вы помните первый сезон? То есть вы пришли в команду в 2008 году. В каком состоянии был тогда клуб? Как это все начиналось? История клуба вкратце такова, что до этого был женский клуб «Казаночка» со 2002 года, 2002 года. Потом по ряду причин этот проект был свернут. А мы почему появились? Потому что наш куратор Сафаров Азат Ахмедович, тогда министр внутренних дел Республики Татарстан, он очень увлекающий человек волейболом и такой патриот, можно сказать, фанат «Динамо». И вот мужской клуб, который тоже создавался на базе МВД Татарстана, вдруг там, так как спонсор основной был и главный, и единственный «Газпром», то вот были такие приняты решения, появился футбольный клуб «Зенит», Санкт-Петербург, значит, и вот решили, что раз «Газпром» финансирует, то назвать «Динамо Трансгаз», назвать клубом «Зенит Казань». Аскат Ахмедович, конечно, был не в восторге от такой перемены, но тут подошли к нему его коллеги, друзья, и говорят: а давайте мы, раз у нас нет сейчас «Динамо» Трансгаз, а почему бы нам создать команду «Динамо Казань» женская на базе команды «Казаночка». То есть вы, по сути, начинали с нуля? И мы создали юрлицо, автономную некоммерческую организацию, там прошли все уставы, регистрации и так далее. Часть игроков и сотрудников, администраторы, там, начальной команды перешли из «Казаночки», то есть они уже опустились на один дивизион ниже, и мы начинали свой старт не в Суперлиге, а именно так называемая высшая лига А российского волейбола. И за один год мы прошли этот путь, и уже в 2009 году мы вошли в число в Суперлигу российского волейбола, где заняли в первый год 7-е место. Сергей Николаевич, спустя 2 года ваш трудовой коллектив единомышленников, который собрался, и вы стали обладателями Кубка России, вы стали чемпионами России. Дальше пошли иностранные трофеи. Это победа в Лиге чемпионов, это клубный чемпионат мира среди как раз-таки команд. И опять-таки это международный уровень. Как мы уже говорили, пришел коллектив единомышленников. Что начали вы менять именно структурно внутри? Я уже назвал о том, что мы начинали, значит, со 2-го дивизиона, затем мы взошли в Суперлигу, но мы планировали быть в числе в первой пятерке для того, чтобы нам позволило играть в Еврокубках. То есть даже здесь, в первый год Суперлиги, задача стояла максимально. Но другого мы не ждали от наших кураторов, нашего руководителя. Вот. И заканчивая сезон на 7-м месте, мы поставили такую, можно сказать, грандиозную задачу, определили вектор развития, и мы стали заниматься подписанием контракта с Екатериной Гамовой. Это самый такой... Да, это игрок, тогда ход. был игрок, как сказать, на пике своей формы. В 2010 году, вот в первый год, когда она была у нас, она стала чемпионкой мира в Японии, и она была признана лучшей спортсменкой России среди всех хоккеистов, конников, лыжников. То есть вы начали строить команду именно вокруг Екатерины Гамовой? Да, вместе с ней, соответственно, любой человек, спортсмен, хотел бы играть в одной команде с Месси и Рональдо, что гарантирует и зрительский интерес, и победы, и премиальные, и бонусы. И мы вместе с Гамовой сразу подписали целую когорту игроков. Вот. Но надо сказать, что уже на 2-й год мы пригласили тренера из Липецка, Гилязудинова Ришата Селязудиновича, который имеет исторические свои корни. Именно при нем вы добились самых больших успехов. Он сейчас до сих пор работает главным тренером. Гилязудинову удалось управлять таким звездным коллективом, что, поверьте, не так просто. Это Гамова, Бардакова, двукратная чемпионки мира, Бардакова, капитан сборной России. Вот. И нам удалось и в спортивной части выступить, и у нас был очень хороший сплоченный коллектив. Мы выиграли сразу Кубок России в Татарстане, вновь открывшемся зале Центра волейбола. Ну и потом, значит, через год мы уже попали в Лигу чемпионов в 2012 году, где заняли 3-е место. А уже в 2014 году мы в Баку, выиграв все матчи 3-0, значит, выиграв Лигу чемпионов, определились
как победитель лиги в клубный чемпионат мира в Цюрихе, где там тоже все матчи обыграли финальные 3-0. И вернув оттуда, еще и выиграли финальный матч у «Динамо» Москвы тоже 3-0. То есть такой был интересный год удачный. Удалось скомплектовать команду, где у нас была прекрасная американка Ларсон, где у нас была итальянка Дель Коро, там Уланова, Мороз, Бородакова, Гамова. Вот. И тогда действительно мы пошумели в Европе, ну и в мире, можно сказать. Сергей Николаевич, в России очень много менеджеров по разным видам спорта. В нашем случае это женский волейбольный клуб. Но не у всех и не всегда получается давать результат. Вот какими качествами должен обладать человек именно вот в вашей профессии? Ну, какие качества? Прежде всего, это желание и умение. Вот, это знание предмета, так как я по образованию все-таки, хотя и директор, но я по образованию я педагог, я тренер, и я работал на земле, тренировал сам, ну, а потом уже пришлось и в бизнесе поработать. Соответственно, вот эту вот кухню игрока, раздевалки и вообще... Ну, то есть мне знакомо. Конечно, сейчас определяющим является главный тренер, который является вот практически заказчиком. То есть ни одного игрока за все время не было куплено по моему личному желанию. Сергей Николаевич, вы опять-таки очень долго в волейболе. Насколько вот он поменялся вот с тех пор, когда вы пришли? Может быть, как-то методика изменилась? Уровень мастерства вырос у игроков, либо у тренеров, либо наоборот, уровень волейбола упал? За эти практически 15 лет мы понимаем, что это уже выросло практически 2 поколения детей, которые пришли там в 17 лет в волейбол, уже кто-то даже практически закончил там в 30 лет и уже сейчас снова играют. Поменялись чисто житейские условия жизни, скажем, если раньше не было тех же айфонов, телефонов, то, соответственно, эти вещи, просмотр игрока, он требовал там личного выезда, какие-то, значит, записи. Соответственно, сегодня информация, ну, как и в любой деятельности, она распространяется там в течение секунды. Если говорить в целом об уровне волейбола, то, как бы это ни было печально, но он упал. А упал, почему? Много факторов. Во-первых, если раньше в чемпионате России участвовала Суперлига, где играло там 14 команд, высшая лига А, второй дивизион, где играло 2 дивизиона по 14 команд, Дальний Восток, Сибирь и европейская часть, и играло около 60 команд в высшей лиге Б. То сегодня, к сожалению, у нас играет 14 команд Суперлиги, 10 команд высшей лиги А, и вышка Б, дивизион, который практически должен быть охватывать всю территорию России, он представлен, но уровень вообще несопоставим, он упал. Сергей Николаевич, вот лично для вас, как для менеджера, наверняка спектр расширения самого волейбола и развития очень прогрессирует. Почему? Потому что в школах волейбол тоже ученики играют. Это олимпийский вид спорта. И лично для вас, как для менеджера, открываются новые возможности. Условно, вы можете подобрать какую-нибудь девочку в вашу команду буквально со школьной скамьи. Тот урок физкультуры, который был, там, скажем, в 70-е, 80-е, сегодня он уже не тот. Да, у нас много занимающихся спортом, именно физкультурой. У нас в молодежной команде мы привозим со всей России. У нас с Татарстана всего 2 человека выбилось. Вот есть Романова Таня, казанская девочка, мастер спорта международного класса, сейчас в Москве играет. И вот у нас Рахматуллина играет, девочка Либера, Мелина Рахматуллина, тоже казанская. То есть клуб выбрал тоже стратегию развития, не опираться не только на татарстанских спортсменов, а именно на лучших в России, к чему мы исследуем. Мы счастливы и горды, что у нас воспитывалась Ирина Воронкова, та же Таня Романова, Малыгина, Федоровцевна сегодня одна из лучших игроков мира, Таня Кадочкина. Вот она, кстати, нас и обыграла в этой игре 27 числа, практически, вот она только в прошлом году ушла, тоже все, обид никаких нет, но она... спорт. Да, она, с особым, как говорится, рвением сыграла, но мы ее за это не ругаем, это нормальный спортивный подход. Сергей Николаевич, мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам на передачу. Мы желаем успехов вам и вашему волейбольному клубу. Спасибо. Все. Казань, волейбольный город.
Пока Международный олимпийский комитет решает вопрос об участии представителей России на играх 2024 года, Комитет республики и спортсмены продолжают совершенствовать свои результаты. К примеру, молодежная сборная Республики Татарстан по волейболу приехала с полуфинальных игр из Нижнего Новгорода, где по итогам турнира стала второй. Наш корреспондент побывал на их тренировке, где пообщался с игроками и тренерами сборной о прошедшем турнире и о планах на будущее. Не зря говорят, что все спортивные достижения начинаются в раздевалке. И хорошо, когда команда действительно дружная и сплоченная, ведь это основа успеха. В такой же теплой атмосфере в центральном стадионе занимается наша молодежная татарстанская сборная по волейболу. Нам удалось побывать там и узнать у ребят о том, как они готовятся к предстоящим соревнованиям. Тренировки спортсменов проходят по классической схеме. Вначале волейболисты немного разминаются, далее 20 минут идет совершенствование техники каждого игрока, после этого 40 минут ребята отрабатывают игровые командные действия, и в конце тренировки проходит игра. Очень удивило, что наблюдать интересно не только за самой игрой, но и за некоторыми упражнениями. Мы отрабатываем имитацию. Сначала блок, это атака соперника, потом оттягиваем в защиту, если передача должна пойти у соперника в другую зону. Потом, если кто-то принимает, мы оттягиваемся на атаку и бьем. Смотря на тренировки ребят, видно их слаженность, дисциплинированность и самое главное, что все парни как будто огромная семья. Здесь нет любимчиков или какой-то ужасающей борьбы за одобрение тренера. Каждый на своем месте, что защитник, что нападающий, что капитан. Они выиграли Республику Татарстан среди 2008-2009 года. И меня позвали на усиление команды. И с того все началось. А почему тебя дедом не называется? Да иногда ворчу где-то. Руслан Насыров – яркий пример того, как нужно тренировать молодых ребят. Спокойно, в меру строго, но без диких выкриков, а главное – сознанием дела и точно сформированным планом. Уже не первый год Руслан тренирует детскую сборную Татарстана по волейболу. И, скажем честно, прогресс виден и побед все больше. Возможно, дело в талантливых ребятах, а может в тщательном подходе тренеров к каждому спортсмену, но скорее всего и в том, и в другом. С этой командой мы работаем уже 6-й год, и на протяжении этого периода с младшего возраста ежегодно мы достигаем очень хороших результатов, как и в первенстве Республики Татарстан, так и в Приволжском федеральном округе. Лучший результат по России – 4-е место на первенстве России в прошлом году. Главная задача Руслана Насырова на данный момент заключается в индивидуальном подходе к каждому ученику. Ведь ребята сейчас в подростковом возрасте, и им просто необходим совет и поддержка со стороны опытного мастера. Расконцентрация есть, некая такая дисбаланс. Это, скажем так, трудовые моменты, с которыми мы работаем, от них никуда не деться. А дисциплина является основой любого спорта, я считаю, любого дела. В человеке должно многое совпасть, чтобы он стал настоящим мастером своего дела. Талант, безусловно, важный фактор, но также стоит отметить мотивацию, трудолюбие, ведь они являются более важными составляющими в успешной карьере спортсмена. Только что приехали с полуфинальных игр с Нижнего Новгорода, заняли там 2-е место, обеспечили себе путевку в финале и надеемся в этом году занять призовые места. Будем надеяться, что татарстанская сборная продолжит радовать нас победами и выйдет на новые вершины. Глеб Нигмати, «Спортивная среда». Пятидневный турнир по настольному теннису прошел в Казани. В центре бокса и настольного тенниса собрались лучшие спортсмены региона Поволжья. Соревнования проходили как в одиночном, так и в парном разряде. Подробности смотрите далее. Завершен один из этапов отбора в сборные Приволжского федерального округа по настольному теннису. Лучшие из лучших представят Поволжье на чемпионате России. Сборные сразу две – мужская и женская. Турнир действительно является очень тяжелым, потому что много матчей играем, все соперники плюс-минус одинакового уровня. Уже по традиции Казань принимает лучших представителей настольного тенниса Поволжья.
Больше всего участников из нашей республики. Центр бокса и настольного тенниса построен в 2010 году. Комплекс с просторным игровым залом готов принять всех гостей. Как признаются сами спортсмены, в Казани условия отличные, но свободного времени для экскурсий по городу практически нет. Но мы каждый год здесь играем. Город, да, нравится, но видим только зал. С утра до вечера мы в зале, нет времени погулять. Отлично выступили спортсмены из Татарстана. Дамир Ахмедсафин в свои 20 лет уже привлекается к сборам национальной команды России. На этом турнире он обыграл более взрослых и титулованных соперников. Тем самым занял заслуженное первое место в одиночном разряде и завоевал путевку на чемпионат страны. Тяжелых матчей много. Я прошел через очень тяжелый матч. Каждый год на этих соревнованиях у меня бывали проблемы. Я впервые выиграл этот чемпионат, и я очень рад. А в общей сложности у нас, значит, завоевали путевки 4 мужчин, 4 женщин на чемпионат России. Кроме Дамира это получился Вильдан Гадиев, Виталий Мурзин и Марат Султанов. Среди женщин Екатерина Грушина, Арина Слаутина, Елена Абаимова и Дарья Низамова. Будущее у настольного тенниса в республике есть. В Татарстане активно ведется работа по его развитию. Нижегородская, Самарская школа настольного тенниса, они намного, скажем так, старше, опытнее, то есть и имеют более глубокие корни, то есть, естественно, более высокие результаты. Но мы уже давно боремся с ними на равных. В тяжелом финале командного зачета наша мужская сборная проиграла Республике Башкортостан, а женская – Нижегородской области. Поздравляем наших спортсменов с завоеванием трудовых серебряных медалей. Амир Сабиров, «Спортивная среда». Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. Всем пока!